Худжанд или Хаджент – город, находящийся на севере Таджикистана, в Ферганской долине. Это один из древнейших городов Средней Азии. По некоторым источникам, основание приходится аж на 7-6 века до нашей эры. В 13 веке город был разрушен войсками Чингисхана, но впоследствии полностью восстановлен. В древности Худжанд был одним из важнейших центров Средней Азии с точки зрения экономики, культуры и военного дела, находясь на Великом Шелковом пути, соединяя между собой Самарканд и Ферганскую долину. Во времена СССР город был переименован в Ленинабад. В это время город получил огромное развитие в производстве хлопка. Здесь действовало крупнейшее предприятие республики – шелкокомбинат, производящий продукцию аж для 450 городов СССР, а также для экспорта в зарубежные страны. В 1991 году городу вернули его историческое название. Сегодня этот город является центром науки, промышленности и культуры Северного Таджикистана, а его население составляет порядка 180 тысяч человек. Ребят, сегодня мы оказались в городе Худжанд, это Таджикистан. Давайте посмотрим с вами, какие здесь существуют вообще достопримечательности и что тут можно интересного посмотреть. Поехали! По дороге с аэропорта город встречает путешественников статуей Орла. В 3 минутах езды от нее находится гостиница «Эксон», в которую мы и заселились. Как оказалось, на данный момент гостиница находится в процессе ремонта номеров, поэтому на следующий день мы решили сменить место для ночлега и переехать уже в квартиру, находящуюся рядом с культурным центром города. Об аренде мы договорились через один из местных сайтов. Для наслаждения видами города лучше начинать свой путь с его южной части и двигаться постепенно на север, по проспекту Исмаила Самани. Первой на пути встречается стелла павшим героям в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне. Ее установили 9 мая 1969 года на месте прежнего рынка в память о тех, кто остался на полях сражений. Из 30 тысяч худжанцев вернулся лишь каждый третий. Через дорогу от стеллы находится архитектурный ансамбль, состоящий из медресе, мавзолея, мечети, минарета и мемориального комплекса шейха Муслихиддина. Все эти культурные объекты посвящены правителю и поэту XII века Муслихиддину Худжанди. При набеге Чингисхана мавзолей был разрушен и впоследствии восстановлен в XIV веке, потом в XVI веке на месте старой гробницы после ее разрушения, и последний раз подвергся реставрации в конце XX века. Мечеть с минаретом появилась в XIX веке, по одной из версий для того, чтобы торговцам с местного рынка, расположенного неподалеку, не приходилось тратить лишнее время на дорогу для свершения намаза. В настоящее время ансамбль с рынком соединяет базарная площадь – Регистан. В древние времена здесь находилось 18 караван-сараев, выполнявших роль гостиниц для купцов, приехавших издалека. Во времена СССР на этом месте парковались автомобили. Рынок Панчшанбе – это один из крупнейших крытых рынков Центральной Азии, уходящий корнями к началу 13 века. В переводе с таджикского означает «четверг». Именно по четвергам, а раньше на него съезжались купцы со всех окрестностей. Рынок перенесли сюда еще в советские времена, с пересечения соседних улиц, объединив в него несколько больших рынков города. Главное здание Панчшанбе было построено в 1964 году. Для людей, проживающих в городе и его окрестностях, это был некий райский уголок, где можно было купить практически все. Даже сейчас ассортимент начинается от продуктов питания и заканчивается одеждой и электроникой. На рынке можно торговаться, почти все можно попробовать. Помимо овощей, фруктов, орехов, здесь есть довольно необычные продукты для людей, не особо знакомых с Азией. Из самого необычного, на мой взгляд, здесь это съедобная глина гулбута. Никогда бы не подумал, что глину можно есть, и еще это полезно, так как она содержит большое количество кальция. Ну и, конечно же, здесь везде есть лепешки. Пройдясь дальше по проспекту, мы попали на площадь Звезды Худжанда. На ней в 1996 году был установлен памятник Камолу Худжанди, великому поэту, родившемуся и жившему в этом городе в XIV веке. Сам Камол Худжанди провел большую часть своей жизни вдали от дома, в иранском городе Табризе, где и создал основную часть своих трудов, в большей части которых выражал свою тоску по родному дому. Дальше по аллее находится памятник, воздвигнутый борцам за установление советской власти. Свернув с проспекта и повернув на улицу академиков Зарифа и Салеха Раджабовых, мы подошли к театру. Раньше театр назывался в честь поэта Александра Пушкина. В 90-е годы переименован в театр Камола Худжанди. Театр действующий, и в нем поставлено более 1000 спектаклей разных жанров. Напротив театра располагается Худжандская крепость. Появилась она в начале 6-5 веков до нашей эры. В 13 веке армия Чингисхана в составе 75 тысяч человек покорила эту крепость.
Из-за небывалой стойкости защитников крепость была практически полностью разрушена, и лишь позднее, в 15 веке, ее восстановили. На сегодняшний день от древней крепости осталась лишь незначительная часть, небольшой промежуток крепостной стены. Вся остальная часть является реконструкцией. В крепости находится музей истории и смотровая площадка. Хоть мы и не зашли ни в одно из этих мест, советую их не пропускать и при наличии времени обязательно посетить. К крепости прилегает парк в форме буквы «Г», в котором располагается мемориальный комплекс Камола Худжанди. В мавзолее находится часть его праха с землей, привезенный из города Табреза, где он был похоронен. При жизни он был очень образованным человеком, учился в Самарканде и Ташкенте, некоторую часть своей жизни провел в Ордынском сарае у Тохтамыша. За комплексом располагается воссозданный дом, также названный в честь поэта. Прошлый дом был безвозвратно утрачен, разрушившись от землетрясения. При конструкции его дома можно увидеть быт состоятельных людей того времени, посмотреть на учебный класс и древние книги, великолепные резные потолки, мастерскую с ткацким станком, на кладовые с глиняными кувшинами, в которых хранили зерновые культуры. Другие долгоиграющие продукты, такие как сухофрукты и вяленое мясо, хранили уже в деревянной посуде. Что удивительно, уже в древнее время здесь использовали канализацию и колодцы, соединенные глиняными трубами. За домом расположен летний сад с беседкой, в котором растут фруктовые деревья, и горький миндаль, помогающий от головной боли. С парком соседствует пантеон, в котором стоят бюсты известных людей. В центре парка располагается вход на канатную дорогу, торжественно открытую в апреле 2019 года. Работает она без выходных, с 9 до 11 и с 16 до 22. Длина канатки составляет 1 километр. Протянулась она над рекой Сырдарья, соединив между собой два парка – Камола Худжанди и Исмаила Самани. На вершине второго парка можно увидеть установленный монумент Исмаилу Самани, великому правителю и основателю государства, жившему в этих краях с 9 по 10 век. Сам памятник был открыт в 1999 году, в высоту составляет 13 метров, выполнен из бронзы. Раньше на его месте стояла 25-метровая скульптура Ленину, впоследствии перенесенная в Парк Победы, находящийся неподалеку. От парка Исмаила Самани можно пройтись до культурного-исторического комплекса Истеклол, что в переводе означает «независимость», который был выстроен к 25-летию независимости страны в 2016 году. Его высота составляет 53 метра, в самом строении находятся исторические залы и смотровая площадка. В 15 минутах ходьбы от Стелы находится центр плова, Аши-Палов, соседствующий с мечетью Нури-Ислом. Туда нас довез и проводил местный житель, оставив свои контакты для связи на случай, если у нас возникнут какие-либо трудности во время нашего путешествия по Худжанту и Таджикистану. Меня, если честно, порой до сих пор поражает такое искреннее гостеприимство людей. В самом заведении можно поужинать или пообедать национальным блюдом – пловом. На выбор есть несколько видов данного традиционного блюда. Мы же заказали худжанский плов с ачичуком. Это салат из помидоров и лука, ну и конечно же чай. Вкусный ужин в этом месте стал для нас отличным завершением дня. Помимо достопримечательностей, по городу интересно просто погулять, по улочкам, наслаждаясь местной атмосферой. Из поездок за город наиболее интересным местом является Кайракумское водохранилище, образованное плотиной ГЭС, находящееся на реке Сырдарья. Местные называют водохранилище морем. Его глубина в некоторых местах достигает 25 метров. Расположено оно в 15 километрах от города, примерно 30 минутах езды на машине, недалеко от города Гулистон. Строительство водохранилища началось в 1951 году и закончилось в 1956. За это время из местных аулов, подлежавших затоплению, было переселено более 12 тысяч человек в хлопководческие районы на севере Таджикистана. На сегодняшний день это одно из популярных мест для летнего отдыха. Тут можно арендовать домик, покататься на лодке и катамаране или просто искупаться. Погуляв по берегу моря, мы вернулись обратно в город. Из мест, которые мы не посетили, но точно стоит посетить, дворец Арбоб, построенный в 20 веке под руководством Саидхуджа Урун-Ходжаева, председателя колхоза. Именно в этом здании объявили о независимости республики от СССР в 1992 году. Во дворе находится музей, также здесь можно погулять по парку. Единственный минус – дворец находится в отдалении от центра города, и добраться сюда будет чуточку сложнее, чем до других достопримечательностей.
Еще одна из непосещенных достопримечательностей – церковь Святой Марии Магдалины. Находится она практически сразу за крепостью. Перестраивали и переносили ее несколько раз. Сначала из-за разлива реки Сырдарья в 1871 году. Потом ее отбирали под почту и радиоузел в 1920 году. В 2005 году церковь настиг пожар. Восстановили ее только в 2010. Что примечательно, в Таджикистане всего 6 церквей, и это одна из них. Помимо церкви можно просто погулять по улочкам, находящимся рядом. Да, я здесь родился, сейчас учусь в Ходжанде, живу. Не в Ходжанде, а в Кишлаке я живу. Ну рядом, да, получается. рядом. А сюда приехал учиться? Да, учиться приехал, но нам недалеко, 15 километров вот так. Ну и здесь мне очень нравится, почему? Потому что здесь очень люди гостеприимные, можно заниматься бизнесом, своими делами, никто тебе мешать не будет. Я как понимаю, помогают даже. Да, помогают даже, вот так. Ну, вы же у нас гости, я сейчас к тебе подошел, да, ну, мы поздоровались. Да, по-дружески так. Да, ну все свободно. у нас такие, да, все у нас такие. Я как понимаю, если какая-то проблема возникнет, в принципе, к местному можно подойти, да, он поможет. Так. Да, вот так. Здесь, в принципе, очень спокойно жить, конфликтов там с ребята тебя поймали, избили, такое нету. Так не будет, да? Не будет, вообще не будет. У нас крепость еще строится. Там 2 года назад служили пацаны. А, то есть это было, получается, военная часть, да. Да, его убрали. Это из-за того, что Диловар Сафаров, у нас такой блогер, в YouTube можно найти. Он снимает сейчас фильм про нашу нацию, как мы жили раньше, как мы появились вообще. А, ну то есть получается такой документальный исторический фильм. Да, исторический фильм, очень круто будет там. Паншанбе. Паншанбе? Да, там рынок, да. Там можете пробовать наши фрукты, овощи, все можешь, сухофрукты, там все есть. Мы сходили, смотри, там еще одежда есть, вот это вот все. Да. Ну, у нас жить дешевле намного, чем там в России, в Узбекистане, там нам очень, дешево живется. Ну, я заметил, в кафе там цены в 3 раза ниже. Ниже, да. И национальная кухня у нас тоже очень вкусная. А национальное блюдо это плов, да? Плов, да. А есть еще какой-нибудь еще, или только плов? Да, плов есть, хурутоб есть, там, шакароб есть. Пробовали, да, по-моему? Шакароб? Не, вот только плов пока. Вам надо шакароб пробовать. Шакароб. Да, очень вкусно. Там у нас в Чкаловске самые лучшие там шакароб готовят. А, в Чкаловске? Да, в Чкаловске. Я увлекаюсь конным спортом. Я оседлаю иногда коня и в горы. По горам, да, то есть конные прогулки. Да, конные прогулки. Я вам тоже советую обучаться и в горы поехать с лошадью. Все, спасибо большое. И тебе спасибо, брат. Худжанд – очень красивый и чистый город, с садами, фонтанами, парками и цветами, растущими повсюду. Практически все местные относятся дружелюбно, знают русский, поэтому как такового языкового барьера не возникает. Еда вкусная, начиная от фастфуда, шаурмы и заканчивая пловом. При этом цены на еду более чем бюджетные. У города есть своя непередаваемая атмосфера Средней Азии, совмещенная с атмосферой спокойствия. Нам действительно понравилось здесь. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Главное, не забывайте путешествовать.